Продолжаем выпуск. Волонтеры Всероссийского экомарафона «360 минут» навели порядок на территории ландшафтного памятника природы горы Челпан, расположенного на территории заповедника Хакасский. Всероссийский экомарафон «360 минут», организованный компанией N+ Group, проводится уже 7-й год подряд. Хакасия присоединилась к экодвижению в прошлом году. Акция проходит в рамках главного всероссийского волонтерского экомарафона «360 минут». Мероприятия экомарафона являются частью комплексной программы, проводимой N+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. В республике участие в акции принимают не только школьники и студенты. 20 июня на горе Челпан высадился десант из работающей молодежи и зрелых экомарафонцев. Молодежь отправилась покорять гору Челпан. Памятник природы расположен около озера Белё на территории заповедника Хакасский. Несмотря на крутой подъем и удаленность от пляжей, туристов здесь много. Соответственно, есть мусор и, что еще хуже, вандальные надписи на скалах. В прошлом году, когда мы тоже очищали на Белё скалы, с нами был молодой человек, который занимается граффити рисунками профессиональными. И он сказал, что в некоторых составах краски есть антивандальные составы, которые против того, чтобы их еще и удаляли. Удалить надписи со скал оказалось непросто. Волонтеры использовали растворители, которыми пытались сначала немного размочить краски, а затем стереть. Аэрозольные краски глубоко проникли в песчаник. Победить на 100% вандальное творчество не удалось, но надписи значительно потускнели. Помимо этого, участники экомарафона «360 минут» собрали мусор, оставленный на горе Челпан туристами. Организаторы акции, они стараются каждый месяц подводить итоги, сколько было убрано. Если по прошлому году судить, то только в ключевой акции, которая проходила в сентябре, со всей России приняло 12 тысяч участников, то есть волонтеров 12 тысяч со всей России. Они убирали мусор, они очищали также скалы от надписи, они приводили в порядок инфраструктуру заповедников и места туристического отдыха. В целом они вывезли мусора соизмеримо 114 КАМАЗов. На горе Челпан расположены 4 разновременных памятника археологического наследия: древняя крепость Све и 3 писаницы. Все они постепенно разрушаются туристами. Поверх древних рисунков, которым более 4000 лет, наносится банальная из серии «Здесь был Вася». Много посетительских так называемых надписей. Чаще всего они, конечно, и практически все они нанесены на саму скальную поверхность, либо процарапаны, либо даже выбиты. То есть такие надписи очень сложно будет потом очистить и оставить то, что до нас дошло. Постепенно туристы разрушают и древнюю крепость Све. Остатки крепостной стены разбираются и складываются в своеобразные башни, чего делать категорически нельзя. Разрушение памятников федерального значения – уголовно наказуемое преступление. Участники экомарафона под руководством специалиста разобрали сооружение туристов и вернули древней крепости надлежащий вид. По большей части и самому хотелось принять участие, потому что я живу здесь и по озерам, по этим местам, по своему краю родному катаюсь и отдыхаю часто очень. Пока молодежь убиралась на горе Челпан, десант постарше навел порядок на берегу озера Белё. За пару часов было собрано 40 пакетов мусора. Сотрудники заповедника Хакасский отмечают, что за последние несколько лет экологическое воспитание туристов возросло. Народ маленько стал более культурный, более привыкает уже к всей системе, которая у нас существует на сегодняшний день. И это самое, в связи с тем, что у нас на каждом участке, имеются санкционированные ящики для сбора мусора. То есть кто даже проезжает, он останавливается, сбрасывает эти ящики, а мы уже потом доставляем на центральный полигон. Всего в рамках всероссийского экомарафона N+ Group 360 минут по всей России от Архангельска до Дальнего Востока пройдут десятки экологических мероприятий. В них примут участие около 100 тысяч волонтеров. Экомарафон 360 минут в 2017 году проходит в рамках программы «Года экологии» и столетия заповедной системы России. Олеся Калиниченко, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.